Всем добрый вечер, друзья. Я сейчас хотела рассказать, поговорить с вами про причину, почему люди не хотят в госслужбу работать. А почему не задерживаются, почему уходят, да? Причина самая то, что по зарплате, да, говорят, что малая зарплата, маленькая, и из-за этого. Но дело не в этом в целом. И в этом тоже, конечно, но в основном это в этом. Из-за того, что не дают работать. Я сейчас казахском написала, записала видео и теперь на русском включала. Например, я сколько мест поменяла, потому что были декретные места, были сокращения, да? Но при этом, даже если знаешь, что ты хороший специалист, именно твой начальник отдела, непосредственный, который, да, за тебя отвечает, если это госорганизация, то он же тебя подставляет и не дает тебе работать. И поэтому ты уходишь. Поэтому у тебя нету роста, нету карьерного. Потому что не дают. И, соответственно, если мы так будем делать, то никто не будет расти, и страна не будет развиваться. Я работала в одном IT-компании, где мне понравилось... Понравился принцип директора, который говорил, что проблема каждого сотрудника — это моя проблема, да? Ну, мало кто вот так будет вникать, это самое. Я единственный директор встретила его. Мне кажется, это правильно, потому что если у сотрудника есть нерешенная задача, да, проблема, то он будет переживать за это, и это отражается на работе. И чтобы человек работал усердно там с результатом, нужно, чтобы он был спокойный. А в основном проблемы, в деньгах, да? Просто я сейчас не говорю про деньги, да? Я вот хочу именно сказать, что в моем случае мне нужно было освобождать место, потому что мне не давали работать. Государственная служба, вакансии, все вранье. Просто знакомых берут и все. Если у тебя нету крыши, тем более. Если это самое. Всем же известно, что деньги дают в госслужбе, в школах то же самое. И немалые деньги. И при этом, если у тебя нету никого, тебя могут вышвырнуть прежде, чем оговоренного срока. Поэтому подставы, какие-то проделки, что еще, сплетни. Как будто начальник отдела сам из своего кармана платит деньги, да? Или там харассмент, это уже, это редко. Поэтому... И вот богатые, да, которые по плату устроились по знакомству, они не работают, а бедные работают. У богатых, которые отчет просишь, они не дают до последнего. Было акционерное общество, я работала в одном. Там вообще по протоколу ты собираешь информацию, да? И идешь, там все богатые эти дети. Я ничего не говорю, кто и не делю, да, но вот реально такое было. И они не давали информацию. Я не могла собрать. Я плюс еще переводчик, плюс еще контроль писем, регистрация, еще приказы. И плюс вот эти протокола, да? И эти протокола, если бы все давали вовремя, без никаких да,
ответа, то работа шла бы. А они не давали до последнего, пока не скажешь, служебку напишем на имя руководителя, да? И начальник отдела тоже был ненормальный. Он говорит, пиши служебку на имя руководителя, то не пиши. И я уже заплакала. А он кайфовал от того, что я плачу. Руководитель отдела. Нету времени херней страдать, да, извиняюсь за французский. В итоге они все равно давали ответ, короче. Потом начальник отдела говорил, да нафиг вы мне все это. Тут сидите 2-3 человека. Я сам все это сделал. Увольняйтесь, короче. Неуважение к специалисту, да? Что еще там было? Правоохранка. Я работала переводчиком. Хотя зарплата была маленькая. Вот. Рядом посадили юриста, который тоже херней страдает. Хочет понравиться мужчинам, парням. И брызгала парфюмом. Туда-сюда, везде по кабинету. Не было невозможно дышать. Потом начальница отдела, тоже молодая женщина. Ей говоришь, помоги мне, а ей пофигу. Потому что в больнице работала. То же самое. Если ты кадрам не помогаешь, не нужен как переводчик. Квази-госсектор, потом госсектор, бюджетные организации, да? В Шымкенте, например, центр занятости. Делаешь всю работу, быстро заканчиваешь, тебе нравится. Кому-то помогаешь, тебе нравится. Тоже вот. Поэтому причина из-за этого. Вот если устроился специалист, редко когда, да, я слышу, что помогает это, и человек растет. Но все равно, если у тебя нету дядьки или знакомого, который выше сидит, все равно имеет значение. Когда есть он, никогда нету его. А то, что ты можешь вырасти, фигня все. Можно было даже похлеще сказать. Поэтому вот, нужно же, чтобы развивать страна развивалась, вот каждый сотрудник, каждая организация знала свою это, да, и каждый делал свою работу, и тогда будет рост. А так нет, так и будем стоять. Кому сколько жизни отмерено, никто не знает. Если долго живем, окей, а если нет, вот қысқа ғана ғұмырда, да, вот короткая жизнь, сколько нам дали, да, нужно сделать кому-то добро, счастье, чтобы там ты рос, а не там подставлять. Поэтому вот причина в этом.